Жума күнепіңіз үшін қайырлы olsun, саатлерде 15:30 эфирде заман. Бүгін Қырымышғалының 799 күні кетмекте. Студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Жума намазындан соң Ахмеджит живарындаки молодежный кой жамисінде 100-ден зияде мұсылманны яқаладылар. Бұл ақта адвокат Эмиль Курбединов білдірді. Бұның сөздеріне көре жамиге тақменен 50 силалы инсан басып көрген 100-ден зияде еркекні яқалап автобусқа yüklемеге башлаганлар. Ләкин епсін сындырып оламаған соң еркектерін автобустан шығарғанлар ве полиция бөліктеріне өз жүрішінен бармаға талап еткендер. Покажем документы, найдете, 35 қырымтадағы экстремизммен күрешіп бергесіне яқалап алып кеткендер. Будьте ласковы, я вам кричу. Всем слышно? Будьте любезны, пройдите, пожалуйста, в на основании. У меня дома семья. Сейчас. Вы будете бить меня. Что вы будете делать? Вот я иду домой. Вы стреляете. Правильно говорю, правильно. Вы хотите сказать, конечно, здесь ничего, приведите базу, проверяйте. Ахмеджеттің юқары ұрыс махкемесі Ақтемчи Гоз Мустафа Дегерменжі Вели Асановны апсте қалдырды. Адвокатлары апсте тұтып қарарына шикайет берділер, ләкин Ишғалжым акиметінің махкемесі майысынан 22-сіне қадар апсте тұтып қарарына күште қалдырды. Белли ке учыны де 26 февраль іші бойынша қабатлайлар. Санки олар 2014 сенесі 26 февраль күні Украина бірдемлігі үшін өткерілген митингте қалабалықлар шығарғанлар. Асанов уже второй год содержится под стражей. За весь период ни разу со стороны органа предварительного расследования к Асанову не было никаких претензий. Также от свидетелей, от потерпевших, ни одного факта, ни одного заявления, ничего, что свидетельствовало бы о том, что Асанов намеревается скрыться, уничтожить какие-либо материалы, либо иным образом воспрепятствовать предварительному расследованию, либо рассмотрению дела судом. Кроме того, хотел бы обратить внимание, что у Асанова на иждивении имеется 4 малолетних детей, отец инвалид. В настоящее время у Асанова в условиях СИЗО ухудшилось состояние здоровья, он неоднократно обращался с жалобами, заявлениями, в суды вызывалась скорая помощь, оказывалась ему медицинская помощь. Кроме того, в настоящее время предварительное расследование уже окончено, проходит стадия ознакомления с материалами дела, соответственно, никакие уже нельзя изменить ни показания, все материалы по делу собраны, изменить меру пресечения Асанова на домашний арест, это никоим образом не повлияет на исход дела. Я прекрасно знаю, что сегодняшнее заседание происходит чисто формально, так как уже продление определено до 22 мая. Я вообще не понимаю, почему в такие сроки апелляционный суд рассматривает мою жалобу на продление 21 апреля. Все это лишний раз наводит меня на мысль, что мы все находимся в таком цирке Шапито. Дело в том, что когда ты заранее знаешь, что ни суд, ни прокуратура не имеют самостоятельного мнения и будут выполнять решение, указанное властями, итог понятен. Поэтому я бы не хотел участвовать в этой клоунаде. Что там у вас есть, зачитайте, без прений, без обсуждений, и не будем томить людей. Выслушав мнение участников судебного разбирательства, руководство статьи 379-20 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановил постановление Киевского районного суда 21 апреля 2016 года о продлении меры пресечения без содержания под стражей в отношении Асанова оставить без изменения. Понятно постановление суда? У меня вопрос к Асанову. Вам перевод нужен, постановление суда? А зачем туда поменяется?
Бүгін Қырымнан Юқары Рус Махкемесі Алим Рифатов и Арсен Джипаровның адвокатлары берген шикаетіні бақа. Оларны апрелдің 18-інде Ялты жеварындаки Қызылташ көйінде яқаладылар. Рус таққатшылары Қырым-татар генчлеріні терроризмде шеклей. Махкеме оларны июннен 18-іне қадар апсте қалдырмақ қарарыны шығарған еді. Ақия регионында яқаланған 4 мұсылманның ешіні Русияның Шимали Кавказ махкемесі майысының 18-інде бақы башлайжақ. Бұл вақытта адвокат Эмиль Курбединов білдірді. Руслан Зитулаев, Рустем Ваитов, Нури Примов ве Фират Сейфулаевны ФСБ-та кечкен сені январь айында яқалады. Оларны Русияда террористики басайылған Хизбут Тахрир бірлешмесіне алақасы олғанында қабатлайлар. Канадада бұйық яңғын атеш 85 000 гектар орманны қаплап алды. Яңғын Форт Макмарей шерінде башланды. Беңлерінен яңғыжылар атешнен көрешмекте. Чоқсы yollar қапалы, ачық олған yollarda шымды тықанықылар. Акимет сакинлеріні тақли етмеге башлады. Шымдылек шеріні тахменен 80 000 инсан терк етті. Это был худший день в моей карьере. Имущество людей уничтожено, сами люди подавлены. Все разрушится, огонь не останавливается. Потребуется немало сил и времени, чтобы мы смогли вернуться к нормальной жизни. Это катастрофа, большое горе. Нам даже не дали собрать вещи. Мне кажется, что это несправедливо. Мы все потеряли. Все, что у меня в сумке, на этом все. Больше у меня ничего не осталось. Кефе жеварындаки курортная 30 көйінде пляжға алып кеткен ел сакинлер үшін қапалы. Курортная Приморье шифаханесі кичік балаларынан аналарны қабыл еткені себебінден терактлардан вазгечмек үшін янандан кечкен елны қапатқан. Шымды сакинлер айланма елінен кечмеге яда тар соқақнен құлланмаға мечбурлар. Я считаю, данная тропа является единственным удобным источником для прохода к морю. Тем более есть решение сессии Чебетовского совета, которое обязывало Крымское Приморье заключить обязательный договор сервитута на проход к морю. Это все не сделано. Черкасов обязал Крымское Приморье решением комиссии закрыть вам проход сюда к морю. Это аргументирует он тем, что здесь будут отдыхать матери с детьми, и для антитеррористической безопасности вот эти вот заборы спасут от игл и от взрывов бомб матерей и детей. Вы должны свое «нет» сказать тем партиям регионов, которые разваливала здесь Крым при Украине, сейчас стройными рядами вошла в единую Россию, и которая обязана была вас защищать. Они прикрываются президентом нашим. Но наш президент об этой вот канале не знает. А у них только один президент, это Франклин на 100-долларовой купюре. Русияда иштимai ағылардаки блок ве лайклар үшін инсанларны жезаламаға девам етелер. Базыларына өз сайфесіне интернетте сербест олған видео ерлештіргені үшін дигерлеріні музыка діңлегені үшін жезалайлар. Махкеме инсанларны экстремизмде қабатлап, яда пара жезасыны, яда түзетіже чалышма ишлеріні белгілей. Попал я из-за видео о приморских партизанах. То есть я его выложил в группе ВКонтакте, не зная о том, что оно является экстремистским. Организация, да? Или вот этот именно видеоролик? Именно этот видеоролик, я не знал, что он экстремистский просто. Были такие ребята, приморские партизаны, мы слышали о них? Они, да, вот на Дальнем Востоке, у них там крышу сорвало, они пошли, начали всех там ментов гасить. Я как бы сам жил 6 лет на Дальнем Востоке, я знаю, что там происходит, как там происходит. Интернет, это нужно как? Перед собой ложить список, что можно смотреть, что нельзя, что можно слушать, что нельзя. Я поначалу тоже не понимал. И потом, когда уже мне включили начало одной из этих песен, вот. Типа ты там в курсе, то, что они запрещенные, там считаются экстремистские, там то-то, то-то. Но я им говорю, я тут, причем я их в контакт не заливал, как бы. Вот. На них там потом началось. А ты что сделал с ними, с этими песнями? Просто добавил себе. Потом у них началось, там, чтобы я дал показания там, на каких-то людей, вот, которых я даже не знаю. Так вот. И ты дал показания на этих людей? Нет, ну а как, если я их даже не знаю? Потом там подтяжки у него забрали, говорит, это немецкий флаг. Я их сама лично покупала, говорю, я почему-то даже не придала значения этим подтяжкам, что они могут именно обозначать немецкую символику.
Подождите, флаг государства Германии? Подтяжки красные, желтые, черные. Вот. Ну а что тут такого? Ну, сказали германский здоровый образ жизни. Тогда по лету, помню, у нас везде плакаты, что срочно нужна была кровь. Там девочки там пошли, они у меня спрашивали постоянно, а он сдавал кровь. Я говорю, что тут такого? А что здесь такого, если он сдал кровь? Вот эти русские пробежки, вы их видели? Да, видел. На 9 мая они бежали, кричали. Мой дед не за то воевал, чтобы ты сейчас бухал. Это разве плохо? Коррозия, группа металлов. Этот паук, который, он почему-то у нас баллотировался в мэры города Новосибирска. И вполне официально это все было. И ему ничего. Он везде ездит, по всей стране с гастролями. Он поет эти же песни. Все. А почему вот это вот происходит с нашими детьми? Это я могу сегодня проснуться и туда залезть и увидеть себя там в этом списке. Ахер сакинлеріне Сталин Ғалибек Уннен хайырлай. Шер соқақларында Совет үкіметінің диктаторының фотосуретлері чоқлаштырмаға девам еттілер. Мұне бері плакатлар вастасынен коммунистлер фырқасы келеятқан сайлауларға тешвиқат кечірелер. Деміржі дағы төпесінде есе Кенеде қызыл совет байрағыны тікіледілер. Бұл мерасимны енді бір қач жылдан берлі кечірелер. Байрақны тантаналы шекілді açmak үшін дағы төпесінде ветеранлар, мектеп талебелері ве ерлі ишгалжы акимет векілері топлашты. И нужно нам сохранять нашу историю от всевозможных нападок, которые все больше и больше по ту сторону перекопа. Мы должны нашей молодежи, нашему подрастающему поколению рассказывать о ветеранах, об этой войне, о том, что было на самом деле. Қырымны Украина әркенна қайтармақ керек ма? Бойлесуальны мұғберлеріміз Киев сакинлеріне берді, язған жауапларымызны діңлемеге теклиф етеміз. Возвращать Крым и почему? Конечно, стоит, потому что это Украина. Безусловно, стоит. Территории исторически сложились украинские. Наш Крым. Потому что это наша родная земля. И мы его вернем. Это все равно, что отдать Киев и отдать Крым и Донецк. Это одно и то же для меня. Крым? Как это? Это наша территория. Обязаны возвратить ее. Давно родилась, мне 70 лет, Крым наш. Да, конечно. Нет. Если палец гнил, его отрезают. Я считаю, что нужно вернуть Крым Украине, потому что изначально это территория Украины. Пусть люди сами себе смотрят. Им возможность дали сейчас жить при России, жить с Украиной. Пусть они решат. Они же сами туда хотели. Хотели умереть в Советском Союзе. С катертью дорога. Что у нас правительство недостойное, оно не сможет его вернуть. Він був на дотації, правда? А ми бідненька країна. Хай буде вільний Крим. Татарам віддамо. Честно, затрудняюсь ответить. Вообще, я аполитичен. Но если Крым наш, почему кому-то дарить или просто отдавать? Это же самая изюминка нашего государства. Нет, я думаю, не стоит, потому что нет необходимости в этом. Конечно, стоит возвращать Крым. Но потому что это украинская земля. Крым – это Украина однозначно. Обязательно. И возвратить татарам его надо. Это законная украинская территория. Там живут украинский народ, который хочет быть в Украине. Поэтому, я думаю, мы должны за него бороться. Зачем этот прицеп? Притом жителями, которые ненавидят материковую Украину. Зачем он здесь? Я лично считаю, что Крым – это Украина. Украина без Крыма – это не Украина. Да, конечно. Конечно, стоит. Боже мой, это даже не вопрос. Это украинская земля. Не знаю, там люди живут уже своей жизнью. В Крыму, в Украину они отсоединились, наверное, уже не хотят. І треба добиватись, щоб вернули Крим, Україну і вернули цим корінним народам татарам. Bu noktada yayınımızı yekunleyimiz. Sizlerge iyi günler tileyim. Nevbeteki zaman yayınlarımızı kaçırmanız. ATR olunuz. Görüşmek üzere.